Кыз артынан йөрү, ходить за девушкой, звучит страшновато немного. Мне еще никто не говорил, Рима, что, например, Айнур, сен шундый мәрхәмәтле. Нет бы там коня, дарить коня. Все-таки у многих тогда патриархальное восприятие отношений. Айда подкаст. Учим татарский. Дуслар, сәлем и сәлемсез. Это Айда подкаст. Меня зовут Айнур, я учу татарский. Мин татарча өйрәнәм. Дуслар, мин Римма, хамин татарча өйрәтәм. Сегодня наша тема «Как ухаживать за девушкой татарча». Начнем с того, что в татарском языке нет дословного перевода слова «ухаживание». Есть «кыз артынан йөрү», «күз И ату». өйләнү. Это уже следующий этап. Да, или можно сразу «өйләнергә». То есть «кыз артынан йөрү», ходить за девушкой, звучит страшновато немного. «Күз ату». Рима, получается, куз ату — это просто выстрелить глазом, но тоже звучит, знаешь, как бы... Стрелять глазами. «Күз атып йөрү». То есть, когда мы еще не можем замолвить слово, «күз атып йөрү», то есть мы пока смотрим влюбленными глазами и не можем заговорить. Яки кызга ихтибар күрсәтү. То есть оказывать внимание, оказывать знаки внимания. Куз ату, ихтибар күрсәтү һәм кыз артынан йөрү звучит как сталкерить. Слава богу, нет. Почему кыз артынан йөрү? Потому что кыз артынан йөрү звучит логично, потому что когда ухаживают за девушкой, есть такой период, когда провожают девушку до дома, но не всегда можно было идти, например, держась за руку. То есть парень просто провожал девушку до дома после вечерних игр, после танцев, то есть обеспечивал безопасность. Вот кого ты провожаешь до дома, за тем и ходишь. Вот с тем и встречаешься, тому и оказываешь знаки внимания. Окей, хорошо. Аңладым, рәхмәт. То есть ты не спросил, как будет на татарском встречаться? Пока не знаю. Ну, встречаться, наверное, ушрашырга. То есть также ушрашырга. Ушрашырга можно с кем угодно. То есть с друзьями, с коллегами. С девушкой татары обычно говорят «йөрий». Например, про пару говорят «алар йөриләр». Шул кыз белән йөрий. Бу егет белән йөрий. Йөрий можно переводить и как ходят, и как гуляют. Но тут не про гулянку, а просто про то, что ребята встречаются. Ну, дальше уже, да, ожидается, что они будут устраивать свадьбу, жениться. До этого есть период, когда они должны быть помолвлены. Или ганши сначала приходим просить руки у девушки. Там тоже целая традиция, там просто народный фольклор, просто в самом рассвете, наверное, своего повествования рассказывают, как приходят просить руки у девушки. Кыз сорарга килү. Кыз сорау, то есть просить девушку. Аннан никах, той это у нас Илянышу, Иляну. Давай с тобой разберем или объясним, в чем отличие выходить замуж и жениться. Ну, если мы берем русский язык, то выходит замуж женщина, а женится как бы мужчина. Ая, татарша? Иргәшек-то? Ая, иргәшек-то, киягәшек-то. То есть киягәшек-то. Киягәшек-то, яки иргәшек-то. Ул Өйләнде. Ая, ул өйләнде. Алар өйләнеште. Кияу — это же, получается, зять. Кияугащик-то, получается, вышла, ну, прям дословно, вышла кияуга, типа... За зятю. За дядю. За жениха, да. За жениха. Ну, так, да, в русском же так не говорят, поэтому тоже интересная конструкция, мне понравилась. А «үйленді» очень похоже на «эйленді». «Эйленді» же, получается, и крутится, и превращается еще, да, ведь в татарском? Ну, мне нравится другая ассоциация. Мне нравится «үйленді», значит, обрел дом. Эй. Да, у молодых должен быть свой собственный отдельный дом. Корали, еще же Манда может сказать, что «эй» — это «эй», а еще есть «land», как будто бы «land», земля. Это у тебя уже с английским получается. Хотела сказать по-турецки «карште», это смешалось все. Да, и «land», и «land». Они определили дом, они определили свою территорию. И это прекрасно. Давай продолжим то, что мы начали еще до свадьбы, до женитьбы. Какие у нас есть способы ухаживания за девушкой? Как люди ухаживают, как парни ухаживают за девушкой? Ну, обычно они дарят подарки, водят в рестораны, вот гуляют. Опять-таки, это могут быть парки, это могут быть еще что-то, разные места. И делают комплименты какие-то. Это самые распространенные, самые наши привычные этапы. Подарки. Бүләкләр, бүләк ясый, бүләк итә, водит в рестораны. Ресторанга алып бара, рестораннарга йөртә,
комплиментлар ясыйбыз, яки матур сүзләр әйтәбез. Матур сүзләр әйтәбез. Паркта йөрибез, паркка барабыз, яки бик матур сүз бар. Менә прогулка сүзе өчен, чтобы объяснить слово прогулка, прогуляться, есть очень красивое выражение сейран кылырга. Сейран кылырга. Вот все пикники, все вылазки на природу можно заменить красивым словом сейран. То есть я могу сказать, мин кеше кыз белән сейран кылдым. То есть Без вы гуляли... кеше сейран кылдык. Да, вы гуляли по городу, по паркам, по красивым местам. Если вы там гуляли по всяким МФЦ и почтам, это не сейран было, это другое. Это какой-то машакат, это бюрократия. То есть бюрократические какие-то прогулки по городу мы не называем сейран. А если у нас вот это отдых, релакс, бусы сейран. Окей. Ты говорил про подарки. Давай, что будешь дарить? Наверное, цветы, какие-то сладости, конфетки, шоколадки, может быть, какие-то открытки, письма выписал. Наверное, такого рода вещи. Даже не знаю, что татары подарили. Но я прям, знаешь, так это слишком сувенирно даже для татар. Вот представляешь, что татары, которые встречаются, дарят друг другу там чак-чак, бол, я не знаю, прям это... Нет бы там коня, дарить коня, я не знаю, автомобиль. Буля-кляр. Подарки могут быть. Ты правильно говоришь, что ты про идеальные подарки. Цветы. Чечек-кляр. Яки просто чечек. Чечек буля-гито, это тоже имеется в виду букет. Или чечек-кляр, цветы. Шоколадки, вкусняшки. Темле эйберляр. Яки или тем тумнар. Темле эйберляр, тем тумнар. Сюда относятся всякие шоколадки и другие вкусняшки. Ты как-то говорила, что еще можно сказать боллы эйберляр, типа сладкие вещи. А еще есть слово тотлылар. Как ты это прокомментируешь? Все правильно. Мы любим всякие вкусняшки, и поэтому у нас очень много слов, чтобы обозначить вот всякие вкусные вещи. Тем тумнар, тем лейберляр, боллайберляр, тотлылар, тотлайберляр, тем нюшкаляр, куштанашлер, биккувейберлер бар, Айнур. Потому что, мне кажется, народ что больше любит, тому и придумывает всякие слова синонимы с разными оттенками. Давай продолжим. Ты говорил еще про открытки. Тут опять у нас нет в обиходе, нет слова, которое обозначало бы одним словом открытку. Мы называем який хат, письмо, или говорим ашык хат, открытое письмо, или можем сказать кеше хат, то есть маленькое письмо. Вот к запискам у нас тем более нет никакого перевода, потому что мы все вот эти вот записи на бумаге, которые мы передаем как письмо, все называли хат. Хат тапшру, мектуб тапшру, то есть передать письмо, передать записку. А если не переданные письма, как будет? Хатлар, гадель хутой. Я бы в современном этом бы сделал это. Девушка, у нее есть телефон, или у парня, и у него нет интернета, но есть контакт в WhatsApp. Он пишет, а сообщение не уходит. Вот тапшыру маган хотлар. Тапшыру маган хотлар. Есть еще у татар такая привычка, нет, не привычка, неправильное слово, традиция дарить памятные подарки. То есть истәлекле бүләкләр, яки истәлек, яки хатиря. Хатиря — это тоже вспоминание. То есть мы что-то дарим на память. Это может быть подписанная фотография, это может быть что-то сувенирное, это может быть платок. Раньше была традиция, когда девушка, которая хотела выразить, что она принимает ухаживание парня, дарила вышитый платок. В платке она могла вышить какие-то цветочки или инициалы друг друга. Обычно такое девушки дарили, когда провожали любимого в армию на службу. Так, продолжим. И как это называется? Подожди, какое у этого название? Кульялык, носовой платок, карманный платок. А расписанный то что? Вышивка, вышитый платок, щигуле кульялык. Щигуле кульялык. И вообще у нас вышивку очень любят. Щигуле у нас может быть для подарка полотенце, щигуле сюльге, и вот этот носовой платок, карманный платок, кульялык, и много чего другого. Могли даже вышивать вот этот мешочек для табака. То есть если парень курит, а девушка не против, что он курит, то она могла вышить ему даже мешочек. Перейдем к любимой моей части, к комплиментам. Какие комплименты, как ты думаешь, любят слышать татарские девушки?
матур, гузель, шибер. Вот я знаю синонимы. Да, да, вот видишь, это то, что я говорила. Какие слова больше употребляет народ, там и больше синонимов. Матур, гузель, шибер, сылу, ямле, хамбашкалар. Да, на самом деле звучало так, что мы перечисляем татарскую эстраду. Гузель, ямле, матур. Есть такая группа из Уфы, они играют поп-рок. Мы еще и башкирскую музыку перечислили. Это татарская группа из Башкортостана. Вау, тоже неплохо. А потом из комплиментов, наверное, можно сказать про ум девушки, что она около. И, наверное, можно отметить ее способности, что, ну, там, не знаю, если она хорошо убирается, там, моет, стирает. Но еще раз, это я так, как сказать, все-таки у многих тогда патриархальные восприятия отношений, но я вот этому подыгрываю, что ниндеркуллакас, бельки, типа, с руками. Но я не знаю, я сейчас придумываю на самом деле. Да? Тербияли? Тербияли воспитанная. Колла, конечно, это сильно, потому что колла это просто с руками, а без этого алтын колла. Алтын колла. Да, золотые руки. Но этот комплимент больше подходит к ребятам, к мужчинам, которые мастера на все руки. Золотые руки могут и скворечник сделать, и полку прибить, и телевизор починить, и iPhone тоже. Так, да, у нас, конечно, вот это вот трудолюбие, хозяйственность девушки тоже считается, что это достойно какой-то высокой оценки. Поэтому у нас унган, булган, эшчен. Не думаю, что это надо прямо на свидании говорить. Сининди унган кыз. Там, конечно, приятнее слышать, когда говорят синшунды матур кыз, якие там сылу кыз. А унган — это уже когда девушка, например, на свидание принесла стыбы. Я же правильно понимаю, что унган — это вот все вот унгайлы, типа ун, право, да, вот это все будто поднакоренное. Да, унгол. Все, что правое, у нас все хорошее. То есть унгаш — это чисто для запоминания ассоциаций. Унгаш — успех, удача. урожай, да, удача. Унган, юл. Как мы желаем там хорошей дороги. Юларым умбулсан, шлярым умбулсан. То есть, если встал с правой ноги, то все, день пройдет хорошо. Если бы татары делали свою партию, то есть это была бы по-любому ум-партия, да? Правая партия. Без ультра-ум-партии. Ультра-правая. Шайрам. Потому что татары в основном любят что-то среднее. То есть урта. Ну, алтын-центристлар можно такую партию организовать. Давай посмотрим, какие еще можно сделать комплименты, не только девушкам, но и парням. Можешь сказать, что хороший человек. Эйбят, яхшы. Добрый человек. Тут тоже, кстати, много синонимов. Можем сказать мархаматле, иглекле и далее. Меня, кстати, мне еще никто не говорил, Риму, что, например, Айнур Синшун мархаматле. Может, он не добрый? Нет, я просто подозреваю, что большинство моих собеседников не знали слова мархамат. Они, наверное, тебе говорят синшунды яхше каше. То есть у татар вот это слово яхше обычно заменяет все. Имеется в виду, что человек и красивый, и умный, и гостеприимный, и золотые руки у него, и добрый. То есть Айнур син яхше каше. Рахмат. Рима син да яхше каше. Рахмат. А если мы хотим сделать комплимент каким-то талантом человека, мы говорим талантлы или салятле, одаренный. Талантлы, салятле. Если у нас все с комплиментами, мы можем с тобой создать какую-то ситуацию, чтобы закрепить сегодняшнюю тему. Так я хочу у тебя узнать, как ты ухаживал за своей женой. На татарском. На татарском, конечно. У нас татарский подкаст. Ярар, сөйлей башлыйм. Мин үйленген вакытка 7 ел үтте. Һәм без йөридек 5 ел. 5 ел университет укыган вакытта без бергә йөридек. Без мин аны ресторанларга юк инде. Кафеларга алып барды. Мин беренче курста студент булган идем. Без паркларда йөрдек. Мин аңа җырлар яздым. Без Петербургта укыган идек һәм Петербургның түбәләренә йөрдек. Аңладыңмы? Һәм шулай инде бергә ничектер вакыт үткәрдек. Мин аңа комплиментлар да ясадым, төрле бүләкләр дә бүләк иттем. Чәчкәләр, ниндидер әйберләр, йомшак уенчыклар. Һәм менә хәзер без бергә инде 12 ел. Айнур, мин сокланып тыңладым. Беренчедән, синең менә мондый
романтик гаилә тарихын. Икенчедән, бер хата да ясамадым. Син бер хатасыз сөйләп чыктың. Рәхмәт. Шундай сорау, сез хәләл җефетең белән ничек таныштыгыз? Бу ниндидер вопрос түгел, бу подстава. Хәләл җефетең белән мин беренче тапкыр ишетәм бу конструкцияны. Хәләл Хәләл колбас. Нет, тут нет никакой колбасы, никакой лицензии халяль. Халяль җефет — это супруга. Ага, и нәрсә? Сез хәләл җефетең белән ничек таныштыгыз? Ничек без таныштык? Мин сорар идем шулай. Син иптәшең белән ничек таныштың? Мин шундый конструкцияны беләм. Без таныштык, мин КВН уйный идем, һәм ул мине күргән залда утырып тамаша булган. Мин сәхнәдә КВН уйнадым. Ул тамашачы Ул тамашачы. булды. Һәм автограф алырга килде, шулай? Әйдә шулай әйтәбез. Ярый. Бусы синең версия булсын. Тогда давай я сделаю небольшое объяснение. У татар вот жена обозначается словами хатын, как ты еще назвал, иптяш, но больше называется тормош иптяша, то есть друг по жизни, спутник жизни. Тормош иптяша, тормош юлдаша, халяль җефет. То есть твоя халяльная возлюбленная супруга. То есть люди, когда живут в никахе, у них официальный, признанный государственным обществом брак, балар халяль җефетләр. На это, наверное, все. Больше материалов вы можете найти у нас на сайте, в социальных сетях, в Ютубе, в Телеграме, в ТикТоке, в Инстаграме. Да, изучайте татарский язык в легком ежедневном формате. С вами были ведущие подкаста Римма. Һәм Айнур. Сау булыгыз, дуслар. Тормыш иптәшегезне табыгыз. Бәхетле булыгыз. Әйдә подкаст. Учим татарский.